сколько я себя помню, я занималась скульптурой с детства, с юность. И мне это очень нравилось. Хотя родители были против, у нас по исламу запрещено было лепить людей. Но все-таки, вопреки своей родне, пошла в художественную школу при Академии художеств. Ну и с тех пор леплю скульптуру, которая осталась в памяти с детства. Это все виденное, прочувственное. Я много слышала о татарских просветителях и решила показать людям их внешность, чтобы люди видели, кто писал эти работы. Они чтобы внешне увидели. Не просто был такой образ вот человека, который что-то написал, а чтобы они могли подойти и сказать, вот да, вот как он выглядит. Всегда же интересно увидеть, кто автор каких-то статей. И вот раньше таких скульптур не было, так как было отношение своеобразное к скульптуре, и поэтому я решила воссоздать портреты наших самых известных богословов-просветителей. Исмаил Гаспринский. Крымско-татарский интеллектуал, просветитель, политик, издатель первой российской тюрко-славянской газеты, переводчик-тарджимань. Великий татарский богослов-просветитель Шихабиддин Марджани одобрил и поощрил план ее издания. Бюст Мухлисы Буби выполнен известным скульптором и художником Венерой Абдуллиной по заказу Духовного управления мусульман Российской Федерации. Мухлиса Буби Нигматуллина родилась в 1869 году в селе Ишбуби. Она была дочкой имама и мудариса и сестрой выдающихся педагогов Габдуллы и Габойдуллы Буби. В плеяде татарских просветителей Мухлиса Буби выделяется своей удивительно сложной и яркой судьбой. Она стала первой в исламском мире и единственной в истории татар женщиной-казием, судьей шариатского суда. В народе ее называют Мулла Абыстай, признавая глубокие знания в области исламской теологии и мусульманского права. Назначение судьей шариатского суда женщиной в 1917 году – первый случай в истории ислама. В то же время факт ее назначения указывает на уровень цивилизационности российского мусульманского общества того времени. Родом я из Чебенле, там и выросла, там же детство провела, навеки в памяти храня, как батя, дедушка мои, наш дом там крепко возвели.